Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Уже сегодня за Атлантикой в Вашингтоне проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Уже до дня Икс, выступая перед своими сторонниками, 45-й американский президент делал громкие заявления, яркости и сенсационности которых может позавидовать любой шоумен. Избранный президент Трамп выступил на митинге перед сторонниками в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать десятки указов. «Мы победили», — сказал Трамп в начале выступления под крики толпы. Он заявил, что новая администрация собирается положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне и сделать Америку снова великой. Лозунг, с которым уже дважды Трамп зашел в овальный кабинет Белого дома. Завтра в полдень закроется занавес 4 долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда, сказал Трамп еще вчера, за день до официальной инаугурации. Он также пообещал остановить, цитата, «вторжение нелегальных иммигрантов на американской границе», пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи сегодня. Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или даже сотни миллиардов долларов. Также новый президент Соединенных Штатов пообещал обществу как минимум веселье. Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор, заявил в своей речи Трамп и пообещал, что, цитата, «каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как он, Трамп, примет присягу». Дональд Трамп пообещал издать около 100 исполнительных указов в свой первый день в должности. Они будут направлены на отмену указов, принятых прежней администрацией, отмечает CNN. Выступление Трампа на митинге перед сторонниками было достаточно продолжительным и напоминало его предвыборные речи. Well, thank you very much. Thank you. Thank you very much. We won. We won. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск. Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации. В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно. Цитата, «это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», сказал он о ситуации на Ближнем Востоке. Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткофа за помощь в достижении соглашения. «Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за 4 года с президентом», сказал он. Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на 3 месяца до запрета и сказал, что TikTok необходимо сохранить. Интересный факт, что в эпоху искусственного интеллекта многие обозреватели, журналисты, эксперты стали задавать вопросы о том, чего ждать от вновь избранного Трампа чату GPT. И вот какие ответы на этот вопрос выдал искусственный интеллект. Ответы интеллекта основаны на анализе предшествующих политических решений, характерных подходов и публичной риторики Трампа в области внешней политики, а также на его ценностных и приоритетах и динамике международных отношений.
отношений. Чат GPT-4 выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп будет активно проводить политику транзакционного лидерства. Это прагматичная, жесткая стратегия, основанная на выгоде и давлении на союзников и соперников. Это подход к решению проблем был характерен и для прошлого президентского срока Трампа. Кроме того, по мнению искусственного интеллекта, новая американская администрация может пойти на сближение с Россией, но это сотрудничество будет точечным и вряд ли приведет к полному снятию санкций. Наиболее вероятным можно считать стремление Трампа к выстраиванию более прагматичного подхода к отношениям с Российской Федерацией. США при Трампе скорее будет рассматривать Россию как одного из крупных мировых игроков, с которым следует выстраивать диалог ради решения геополитических проблем. При этом президентская администрация будет вынуждена действовать в условиях внутренней политической турбулентности. Конгресс, СМИ и значительная часть американского политического истеблишмента критически относятся к любым новым попыткам сближения. Трамп с участием России может попытаться возобновить переговоры по вопросам ядерного разоружения, стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Однако при этом он, скорее всего, будет стремиться к более выгодным для США условиям, возможно, требуя привлечь к соглашению также и Китай. Также Трамп может искать возможности для точечной кооперации, например, в вопросах кибербезопасности или космического сотрудничества. Однако такое взаимодействие будет строго прагматичным и ограниченным. Также искусственный интеллект считает, что в контексте американско-китайского соперничества Трамп может рассматривать Россию как возможный противовес Китаю или, по крайней мере, стараться не толкать Москву полностью в объятия Пекина. Это может стать одним из стимулов к осторожному улучшению отношений с Россией. Европейский фактор. Реакция европейских союзников США на ее политику будет важна. Трамп может попытаться убедить Европу в том, что более мягкий подход к России выгоден для общей безопасности, но это станет непростой задачей. Это был анализ нового президентства Трампа от искусственного интеллекта чата GPT. Насколько он будет отвечать будущим реалиям, покажет время. К другим темам. Важнейшей новостью прошедших дней стало прекращение огня в секторе Газа. Прекращение огня в Газе началось в воскресенье после того, как Кабинет министров Израиля одобрил соответствующее соглашение. Планировалось, что соглашение начнет действовать в воскресенье, но в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оно не начнется, если Хамас не предоставит имена 3 заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье. В итоге Хамас предоставил имена, и Израиль заявил, что прекращение огня начнется в 11:15 утра. Еще 30 заложников будут освобождены в течение всего первого этапа сделки. Сделка о прекращении боевых действий между Израилем и Хамас была достигнута после более чем года переговоров при посредничестве США, Катара и Египта. Президент Джо Байден впервые одобрил сделку в мае. Воюющие стороны согласились с предложением в среду, а затем оно было одобрено израильским кабинетом министров в начале субботы. Начиная с сегодняшнего дня, когда состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, его администрация будет следить за тем, чтобы соглашение выполнялось. Соглашение состоит из 3 этапов, каждый из которых продлится 6 недель. Условия 2 и 3 этапов еще обсуждаются, но в рамках 1 этапа ожидается, что прекращение боевых действий продолжится, даже если согласование всех деталей следующего этапа не будет завершено в течение следующих 6 недель. Первый этап включает в себя вывод израильских войск из густонаселенных районов и увеличение объема помощи Газе, а также освобождение некоторых палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и некоторых заложников, удерживаемых Хамас, включая американцев. США и другие западные страны объявили Хамас террористической группировкой. Нетаньяху заявил в конце пятницы, что получил четкие гарантии от Байдена и Трампа, что если переговоры по 2 этапу провалятся, Израиль вернется к интенсивным боевым действиям при поддержке Соединенных Штатов. Стоит ли говорить, что видео из сектора Газа с радующимися перемирию людьми стали одними из самых вирусных в социальной сети на прошлой неделе?
Продолжаем передачу. Национальное правительство Армении направило в парламент проект о начале вступления в Евросоюз. Свой геополитический анализ этому начинанию дал политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак». Так он пишет. В июне 2024 года так называемая платформа демократических сил Армении, Европейская партия Армении, Объединенная республика во имя республики и Христианско-демократическая партия обратились к премьеру Николу Пашиняну с призывом провести референдум о членстве страны в Евросоюз. Сбор подписей за эту инициативу стартовал 16 сентября, а ЦИК республики в начале ноября получил 59 742 голоса вместо положенных 50 тысяч на вырос, так сказать, чтобы наверняка. Заметим, инициатива была предложена не напрямую Никола Пашиняном и его объединением «Гражданский договор», а его младшими партнерами, известными армянскими западниками, произносящими вслух то, что у главы Кабмина и его ближайшего окружения на уме. Но теперь, вероятно, премьер полагает, что настало время поднять свое собственное правительственное знамя над европейской инициативой. В национальном собрании у Пашиняна и его сторонников большинство думается, особых проблем с одобрением проекта не возникнет. Остается референдум. Но и здесь у правительства есть информационное и административное преимущество. Значит, Армения сделала окончательный выбор в пользу Запада, ушла из сферы влияния России, задается вопросом политолог. Не стоит спешить с окончательными вердиктами, уверен он. Хотя бы потому, что в политике ничего раз и навсегда данного и предопределенного не бывает. Кто не верит, посмотрите на соседнюю Грузию, говорит Маркедонов. И вопрос не в том, что Тбилиси взял курс на Москву и Пекин. Темп евроинтеграции замедлен. По сути, мы видим заморозку грузинской евроинтеграционной динамики, отмечает он. Рискну предположить, что случись вдруг украинская ничья или произойди деэскалация конфликта между Москвой и Киевом, значимость соседней с Россией державы для единой Европы резко упадет, а число претензий по части нереформируемости и коррупции возрастет, отмечает эксперт. Далее он отмечает, что согласно обоснованию правительства Армении, одобрение инициативы о евроинтеграции позволит сделать ожидания граждан республики относительно того, что она станет полноправным членом Европейского Союза, более реалистичными. Но так ли это? Евроинтеграция – движение двунаправленное, считает эксперт. Далеко не факт, что устремления Брюсселя относительно Армении распространятся дальше планов по минимизации российского влияния в Евразии. И ведь Ереван по сравнению с Тбилиси значительно уступает по части евростандартизации законодательства, экономики. Многое надо наверстывать, уверен Сергей Маркедонов. Никол Пашинян отметил, что принятие законопроекта не означает членство Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова. Для такого вывода имеются очередные резоны. В настоящее время республика состоит в Евразийском экономическом союзе, но в отличие от ОДКБ к этой структуре у Еревана нет особых претензий. Но членство в Европейском союзе предполагает отказ от евразийской интеграции, которая приносит Армении выгоды, если уж гарантиями безопасности со стороны традиционных союзников она недовольна. Не праздный вопрос, как решить эту дилемму, уверен Маркедонов. Далее он допускает возможность того, что на референдуме граждане Армении поддержат инициативу правительства, но это не откроет автоматически членство в ЕС, как не открыл Грузии двери в НАТО референдум 2008 года, пишет политолог. Вопросов здесь больше, чем ответов, заключает Сергей Маркедонов. Пока мы видим, что интенсивная европеизация Армении вызывает явное недовольство Москвы, но не избавляет Ереван от прессинга со стороны тюркского тандема, а также не дает ощутимых социально-экономических выгод, которые есть уже здесь и сейчас в формате евразийского сотрудничества. На сегодня на этом все. Будем продолжать следить за самыми важными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.